Мы сегодня все чаще задаем себе вопросы, которые еще лет 20 назад почти не звучали. Не боимся ли мы сегодня раствориться как кыргызы? Не территориально или демографически, а именно смыслово, стать фоном для чужих историй, чужих героев, чужих мечтаний. Не только из-за деколонизационных процессов по всему миру, вопрос культурного кода обретает актуальность еще и в эпоху глобального контента, когда зарубежная культура, например, из-за популярности кей-попа, становится для молодежи порой привлекательнее, чем наша собственная. И чем громче сегодня глобальный шум, тем яснее слышно, что у нас оказывается катастрофически мало своих визуальных образов, на которые может опираться наша идентичность. Но если нам тревожно сейчас, то можно представить, насколько эти вопросы были актуальными в советское время. Продвижение образа советского человека с паспортом, профессией и партийной принадлежностью, но в котором постепенно исчезают тонкие различия в языке чувств, в памяти, в уникальном взгляде на мир, создавало риски незаметного выхолащивания национальной культуры. И именно в этот момент, в 60-е и 70-е годы в Кыргызстане возникает то, что позже назовут феноменом кыргызского чуда в кинематографе. Так кто же создал это чудо? Гений Айтматова? Плеяда режиссеров Шамшиевых и Убукеевых? Может быть, актерская игра Чукморова и Кадыкеевой? Или на самом деле все благодаря тонкой операторской работе Кадыралиева, умевшего заставить камеру не обслуживать сюжет, а создавать его? С вами редакция Evidence. И как вы помните, мы сделали 12 киноразборов по этим фильмам, а после организовали фестиваль кыргызского чуда в попытке понять, смогут ли образы из этих фильмов помочь нам лучше понять свой культурный код. Об этом сегодняшнее видео. Кыргызское чудо. Это короткая, но невероятно насыщенная эпоха, когда в Кыргызстане в 60-70-х годах вдруг появляется кино, которое выглядит не как периферийная отрасль Союза, а как самостоятельный художественный язык. Мы привыкли говорить о нем как о всплеске талантов и о череде удачных фильмов, но если вглядеться, становится ясно, это было не просто искусство ради искусства, а попытка выживания культурной идентичности. Когда Тулемиш Океев, Болот Шамшиев, Мелис Убукеев, Геннадий Базаров и Кадырджан Кадыралиев возвращались из ВГИК и ВКСР на родину, они возвращались не просто с профессией, а с острым ощущением, что мир, в котором они выросли, исчезает быстрее, чем его успевает осмыслить, и кино становится инструментом срочной фиксации. Как будто ты понимаешь, если не запечатлеть это сейчас, завтра останутся только воспоминания, а послезавтра и они станут недостоверными. Поэтому фильмы кыргызского чуда – это не просто истории. Это архив образов, не только лиц, интонаций и жестов, а тогдашних страхов и боли общества. В небе нашего детства Тулемиша Океева заботит то, что первозданность Джалё, равно как и культура, быт и уникальные особенности кыргызского общества, находятся под угрозой, если не исчезновения, то кардинального переписывания со стороны внешних сил. Приход прогресса извне происходит не естественным путем, а через насаждение нового, вне зависимости от того, нравится это коренным обитателям или нет. Через пастбище прокладывается асфальтированная дорога, и во время откачевки табунчик оказывается прямо в эпицентре взрывов. Многие подобные страхи отражены в фильмах кыргызского чуда и умудрились пробиться даже через советскую цензуру. Может, потому оно и чудо? Автор «Трудной переправы» и «Вселенной Манаса» Мелис Убукеев родился в семье репрессированного в 1937 году первого секретаря горкома партии, а об Айтматове вы и так прекрасно знаете. Но несмотря на такой бэкграунд, у них получилось творить, закладывать много сообщений эзоповым языком и в целом оставаться незамеченными для советского аппарата. И это несмотря на то, что многие вообще-то считают, что эти фильмы – пропаганда советской идеологии. Мы решили в этом разобраться и провели исследование, в котором приняли участие 582 человека из всех регионов Кыргызстана. И выяснилось, что почти половина из них, 46%, считает кыргызское чудо результатом подлинного творческого вдохновения режиссеров. То есть термин воспринимается прежде всего как культурное достижение, а не как политический проект. И лишь 28% видят в кыргызском чуде связь с советской идеологией. Это важное наблюдение. Феномен воспринимается по-разному, и часть аудитории интерпретирует его как конструкт эпохи. Но давайте все-таки разберемся с тем, что же прям чудесного в чуде. Во-первых, Айтматов. Мы часто недооцениваем его роль. Даже при том огромном желании режиссеров оцифровать наш культурный код и запечатлеть его на экране, без Чангыза Турукуловича кыргызского чуда в том виде, в котором мы его знаем, скорее всего, не было бы. Он не просто дал кыргызскому кино большинство сюжетов, он дал ему мировоззренческий каркас. Айтматов писал о войне не глазами генералов, а глазами матерей, детей и чабанов.
Он умел говорить о любви не как о красивом чувстве, а как об ответственном выборе. Он умел облекать сложные темы в поэтические образы и формы. Природа, животные, поезда, Млечный Путь – все это становится у него языком, который цензура часто принимала за безопасную философию, а зритель считывал как разговор о себе. Природа Киргизии, ее горы, ее степи, прекрасное озеро Иссык-Куль всегда присутствуют в ваших произведениях. И, наверное, не случайно вашу первую книгу вы назвали «Повести гор и степей». А сейчас даже существует такое выражение «Земля Чингиза Айтматова». Вот какая она ваша земля? Какая? Видите, какая? Прекрасная земля, по-моему. Природа, осознает ли он это или нет, но его неотъемлемая часть. Это та материя, которая породила нас. И мы вместе с окружающей нас природой, какая бы она ни была, здесь ли у нас, в Киргизии, в России или в Африке ли, вот, в общем-то, вместе с природой мы совершенствуемся. Не случайно, по мнению некоторых, именно Айтматов стал ключевой фигурой, почему «Кыргызское чудо» вообще состоялось. Например, так считает крутая сценаристка из Кыргызстана и выпускница American Film Institute в Лос-Анджелесе Гульджан Токтугул. И не случайно есть мнение, что когда этот сценарный источник начал иссякать, эпоха постепенно подошла к концу. Большим плюсом для Шамшиевых и Океевых, конечно, была возможность лично видеться и работать с Айтматовым. Мы, конечно, не знаем, как он воздействовал на съемочный процесс, но предполагаем, что это открывало огромные возможности для режиссеров, учитывая то, как он разрешал вносить значительные изменения в сценарий, как в «Зное» Ларисы Шепитько и «Первом учителе» Андрея Кончаловского. А иногда можно было просто идти по готовому сценарию, как в случае с Я Тяньшань. Но сценарий – это лишь часть формулы, а экранизация не просто пересказ книги, а пересборка смысла средствами кино. И «Кыргызское чудо» как феномен случилось не в последнюю очередь благодаря великолепной работе режиссеров, о которых мы рассказывали вам в каждом своем выпуске. Океев, Шамшиев, Базаров, Убукеев, Видугирис и другие. Концентрация такой плеяды качественных режиссеров – это, безусловно, одна из главных причин расцвета кино. Об Айтматове мы поговорили, но часто они снимали не только экранизации его книг. «Засада» Геннадия Базарова, снятая в 1969 году, художественный фильм о гражданской войне, сразу стала мегапопулярной в СССР. Ведь это первый настоящий блокбастер. Именно принципы постоянного творческого поиска впоследствии приведут Базарова к продвижению авторского кино в Кыргызстане. «Лютый» Океева номинировали на «Оскар» как лучшую иностранную картину, представленную рядом с работами классиков Федерико Феллини и Акиры Куросавы. А в 1984 году «Волчья яма» Шамшиева войдет в список самых кассовых советских картин, показанных за границей. Считается, что в общей сложности на этом фильме удалось заработать более 100 миллионов долларов. Ну и, конечно, отдельно нужно отметить работу операторов, в особенности Кадырджана Кадыралиева. Как рассказывал о нем Чокморов, он очень тонко понимает природу. Когда я во время киноэкспедиции выходил на природу порисовать, я не раз видел Кадырджана, сидевшего и с восхищением смотревшего на рассветы и закаты. А вот цитата Океева, прославившегося в качестве режиссера, мыслившего тонкими пластическими образами. «Камера Кадыралиева очень эмоциональная. Она может как рыдать, так и смеяться». Не зря именно в тандеме с ним Океев снимет чуть ли не половину своих работ: «Пастбище Бакая», «Поклонись огню», «Лютый», «Улан» и «Золотая осень». История помнит много успешных тандемов режиссеров и операторов: Сергей Эйзенштейн и Эдуард Тиссе, Ингмар Бергман и Свен Нюквист. Из недавних примеров Алехандро Иньярриту и Эммануэль Любецкий, получившие в 2014-15 по 2 Оскара подряд. Да, подобные тандемы часто настолько плодотворны. Оператор в таких фильмах практически соавтор, ведь его киноязык повлияет не только на то, какое отношение к героям создастся у зрителя и какое настроение будет у фильма, а в том числе и то, какие сообщения уловит зритель. Камера здесь часто не иллюстрирует действие, а создает философию кадра. Пустота, тишина, вода, снег, неподвижность – все это превращается в смысл. В «Трудной переправе» отсутствие ветра и будто остановившееся время – это не бедность производства, это кадыралиевский способ донести ощущение тюрьмы, из которой надо выбраться. Также и в «Джамиле» главная тема – зарождающаяся любовь между главными героями, а в книге это впервые происходит во время песни Данияра. И Кадыралиев делает ставку на эту сцену, на необъятных лугах, будто на волнах озера, Джамиля и Сеид, которым Данияр открывает глаза на красоту этого мира с помощью песни.
참 추억 두가는 제대 다스라. Визуал – это смысл. Пастбище Бакая же становится просто бенефисом выдающегося оператора, где просто все пространство картины наполнено визуальным символизмом. Парадоксально, но советская цензура выступила в некотором смысле в качестве соавтора, непреднамеренно вытолкнув авторов «Кыргызского чуда» в язык метафоры. И отсюда поэтичность, образы, символы, Эзопов язык, когда кино говорит намеком, но попадает глубже прямого лозунга. С этими проблемами, разумеется, сталкивается и казахфильм. Не зря многие фильмы того времени были сняты в коллаборации. Тот же «Лютый» Океева, созданный по мотивам рассказа казахского писателя Мухтара Ауэзова, снимался на казахфильме, но одного из главных героев играл Чокморов, а оператором был Кадыралиев. Визуально оператор фильма пытается нам показать смысл названия. «Лютый» — это описание не волчонка, Кюксерека, а дяди главного героя, Курмаша Ахангула. Тщательно подобранные углы камеры подсвечивают внутреннюю лютость и дикость персонажа, а Чокморов закладывает в него такую многослойность характера, прежде не виданную в его работах. Кстати, о Чокморове. Если «Кыргызское чудо» было попыткой режиссеров тех лет зафиксировать кыргызский культурный код на экране из-за угрозы его выхолащивания, то сложно недооценить вклад актеров, в чьих образах этот код и должен отображаться. На фоне других выделяется Сюминкул Чокморов, который не только успел сняться больше коллег, но и смог вжиться в эти роли как влитой. Если «Кыргызское чудо» — это код, то Чокморов — его лицо. Давайте взглянем на то, как он сыграл три разных состояния одного народа. Бахтыгул из «Выстрела на перевале Караш». Благодаря его игре образ казаха Бахтыгула стал для нас настолько родным, что многими он воспринимается чуть ли не исконно кыргызским. Кстати, Чокморов назвал своего сына Бахтыгулом в честь этой роли и всегда особенно к ней относился, и не только потому, что это его первая роль. Герой совмещает в себе борьбу за справедливость, стремление к образованию, заботу о людях, но с другой стороны и образ мстителя. Он стерпит достаточно обид из великодушия, но если перейти черту, то, как и главный образ для кыргызов Баатыр Манас, он будет страшен в гневе и не дрогнет его рука, когда нужно будет ударить по врагу. Бахтыгул стреляет в систему, образ кыргыза, доведенного до исступления и способного пойти на слом любой системы. Да, он барымтач, по сути конократ, но из-за безысходности. Да, он прислуживает баю, но не от хорошей жизни. Он балансирует на грани добра и зла, потому что часто нету у простого народа правильного выбора в условиях нищеты. Это кому-то, сидя в тепле, может легко сделать однозначный выбор. Бахтыгул – образ кыргыза, пытающегося поступать правильно в таких условиях жизни, где это почти невозможно. Данияр из «Джемили». Это, в принципе, самый любимый образ Чокморова, который он мечтал сыграть всю жизнь. Судя по всему, он хотел бы проецировать внутреннюю силу и стержень Данияра на кыргызскую айдентику. Тихий, молчаливый, смиренный, но с большой силой внутри, силой во взглядах, в поступках, в умении любить и сохранить внутреннего романтика, но в то же время уметь не убегать от действительности и быть реалистом. Не озлобившийся на мир человек, влюбленный в жизнь. Терпеть не значит быть слабым, молчать не значит не чувствовать. Когда нужно, он терпеливо ждет и хранит любовь в своем сердце, а в нужный миг убегает со своей любимой, пойдя наперекор общественным устоям. Ахангул из «Лютого». Первая роль антагониста для Чокморова. Про нее он сказал следующее. Да, Ахангул жесток, исполнен ненависти к миру. Но почему он таким стал? Я убежден, что человек не может прийти в мир с изначально заложенным в него злом. Таким его могут сформировать среда, обстоятельства, удары судьбы. В ауэзовском оригинале нет Ахангула. Его искусственно сконструировали Чокморов и Океев, чтобы показать обреченность людей, в которых пылает огонь разрушения. Многие считают обостренное чувство справедливости чуть ли не сутью кыргызского кода. Кыргыз – это справедливость. В этом смысле Океев с Чокморовым будто решили показать, что столкнувшиеся с голодом и нищетой, это чувство легко может обратиться в лютую злобу и нести только несчастье. Ахангул, убивая на глазах у племянника маленьких волчат, делает это не из садизма, а в воспитательных целях. Только так, по его твердому убеждению, можно вырастить из мальчика джигита. Сопли распустил, как девчонка. Не девчонка я. Тогда бей его. Буду. Бей! Жеребеночек. Мне стыдно за тебя. Дрожишь, как в лихорадке. Ты же джигит? Мы это к тому, что актеры этих фильмов, помимо режиссеров, операторов и авторов сценария, тоже вкладывались в «Кыргызское чудо», анализируя код и перенося на образы героев состояние общества.
Толгуна из «Материнского поля» в исполнении Бакен Катукеевой, пережившая такие ужасы, что сложно представить что-то хуже. Джамиля в исполнении Натальи Аринбасаровой, умеющая принимать тяжелейшие решения. Гордая Асель, верный и правильный Байтемир, идущий против общественного мнения Бостон, ну или умеющий признавать свои ошибки Темир. Являются ли эти персонажи лучшей проекцией кыргызского кода в истории нашего кинематографа? Каким бы ни был ваш ответ, к сожалению, эти образы постепенно оказались никому не нужными и выброшенными на задворки общественной памяти с развалом Союза. В нулевые на смену им пришел Саша Белый со своей бригадой и сатаевский ракетир. Мы уже рассказывали в выпуске про «Черный двор», чем чревато отсутствие положительных ролевых моделей, особенно для молодежи. Романтика кожаных курток, по сути, победила многолетний вклад фильмов «Кыргызского чуда», что задает логичный вопрос. Что это за чудо такое, которое не смогло справиться с образом Саши Белого? А сегодня эти персонажи еще менее актуальны. Причины, казалось бы, очевидны. Преимущественно черно-белые медленные фильмы, темы сегодня уже другие. Будем честны, Чохморов, Хадыкеева, Бейшеналиев и другие выглядят очень возрастными, и молодежи сложно себя с ними ассоциировать. Либо совсем детьми, вроде Нургазы, Сиита и Кемеля. Это, кстати, подтверждается нашим исследованием. Чем моложе аудитория, тем слабее связь с фильмами «Кыргызского чуда». У зумеров уже новые герои. Молодые респонденты смотрели лишь ключевые экранизации Айтматова, тогда как старшее поколение хорошо помнит почти весь спектр фильмов. Это показывает глубокий межпоколенческий разрыв и постепенную утрату части кинематографического наследия. Лишь 4 фильма. «Первый учитель», «Джамиля», «Белый пароход» и «Красное яблоко». Знакомы более чем 82% респондентов, что неплохо. Узнаваемость же «Выстрела на перевале Караш», «Пастбище Бакая», «Восхождение на Фудзияму» и «Трудные переправы» — фильмов, в которых заложено столько кыргызского кода и о которых мы тут уже столько распинаемся, варьируется лишь от 18 до 40%. Образ кыргызского чуда в массовом сознании очень сужен и опирается почти исключительно на айтматовскую классику. Сегодня конкуренция образов еще сильнее, а потому с течением времени данная тенденция будет только набирать. Персонажи Чокморова, Турсумбаевой и Аринбасаровой, к сожалению, проигрывают цветным, динамичным, дерзким образом, говорящим на языке эпохи. Но запрос на такие образы на самом деле есть, ведь согласно опросу, многим фильмы кажутся устаревшими, но многие бы и с интересом пошли на показ классических кыргызских фильмов, если бы их показывали в кинотеатре, а также им интересны современные интерпретации классики, например, ремейки. Более того, 19% ответили, что не смотрят фильмы «Чудо» из-за отсутствия о них информации, а еще 20%, что эти фильмы сложно найти на платформах. Подытоживая, по идее выглядит так, что «Чудо» — это банк образов, который можно переупаковать, сделать ремейки, например, насколько нам известно, Эрнест Абдаджапаров снимает «Тополек мой в красной косынке», и вернуть эти образы в современный оборот. Если проблема в разрыве преемственности и недоступности образов, то ответ заключается в создании пространства, где люди встречаются с этим наследием. Поэтому 23 ноября, ровно месяц назад, мы тоже решили внести свой вклад и провели фестиваль кыргызского чуда «Керемет Фест». Деткам, наверное, сложно слушать такие речи содержательные, но они нужны. В современном цифровом мире без какой-то стриминговой площадки, типа Netflix, конечно, это не уровень Netflix, да, на сегодняшний день, но
Спасибо за участие, это было очень интересно. Интересное прочтение, приз зрительских симпатий. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях о фестивале и дискуссии. Фестиваль очень интересный. Хочется, чтобы таких культурных мероприятий проходило больше. Я, когда говорю о культурных мероприятиях, я непосредственно имею в виду глубину. То есть разные фестивали, которые поверхностно выглядят культурными, там, костюмы и все такое, но погружение именно в историю, а в данном случае конкретно кыргызского чуда, да, такого мероприятия еще не припомню, мне оно очень понравилось. Рад видеть здесь классные косплеи наших персонажей, это очень вдохновляет в плане, он бугуэне классно. Да, мне очень понравилось. Спасибо большое. И еще один вопрос. Что бы вы посоветовали молодому поколению, которое хочет развивать крымский кинематограф и крымскую киноиндустрию? Мы живем в лучшее время для молодого поколения, которое хочет заниматься кино, потому что мир открыт, возможностей много, образования много. Если есть желание, не искать препятствия, искать возможности, у них обязательно все получится. Впечатлений очень много молодежи, очень разносторонне, креативно, необычно. Я рад, что стал частью этого мероприятия. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы проходили квест, что было интересного, что было сложного, и поделитесь своими впечатлениями. Биринчиден чоң рахмат Evidence командасына. Аябай кызыктуу квест болду. Суроолор дагы аябай терең, азарт жараткан суроолор болду. Биз квестти 3 күн бою өттүк. Күн сайын же жумушка чейин, же жумуштан чыгып алып, ошол жерлерге барып аттык. Анан ордугу боюнча кыйын эле болду. Бирок айтканымдай азарт жаралып, жаңы нерселерди үйрөндүк, жаңы жерлерди билдик. Алардын бири мисалы үчүн Төнөмүш Шокеевдин Бишкекте эстелиги бар экенин билчү эмеспиз. Көрсө ошондой таш бар экен. Ал таштын деле жайгашкан жери өтө жакшы эмес экен да. Ооба, анан бул биздин сиздердин маселеге дагы көңүл бурдурганыңар деп ишенем. Анан бул үчүн рахмат. Дагы кандай суроо болду эле? Первая инициатива, надеюсь, не последняя. Будем рады видеть вас на новых наших мероприятиях. Спасибо. Спасибо всем, кто прошел с нами этот долгий путь. Похоже, что фильмы «Кыргызского чуда» — это не музей и не ностальгия по черно-белому. Это архив смыслов, к которым мы еще не научились возвращаться. И вполне возможно, что это еще не завершенная эпоха, и нас ждет возрождение «Кыргызского чуда» в кинематографе. Что уж говорить, а наследие нам оставили сильное. Вон Актан Арымкубат уже сколько лет выигрывает со своими работами на международных фестивалях. Да и фильмы последних лет, вроде «От» и «Өч», радуют нас все больше и больше. Пишите в комментариях, какие фильмы чуда стали для вас родными и какие образы вы считаете важнейшими для нашего культурного кода. А с вами была редакция Evidence. Увидимся в следующем выпуске.